Правила и знаки дорожного движения изучаем весело через приключения. Чтобы с нами подружиться, ребенок каждый смог. Стоим на страже каждого дозорными дорог. Зима, рано темнеет. Хочешь гулять? Сейчас пойдем на елку. Но чтобы попасть на елку, надо идти по дороге. А это и перекрестки, и проезжая часть, и пешеходные переходы, да и темнеет уже. Чтобы нас было видно, нужно светиться. Это нужно, чтобы водитель в темное время суток мог заранее нас увидеть. Это нужно для нашей безопасности. Как же сделать так, чтобы мы стали заметнее? Удлинителя до елки не хватит. Стой здесь, я к бабушке. Свечкам электричество не нужно. Стой здесь, я к папе в гараж. Как можно в темное время суток так неосторожно вести себя на дороге? Водитель мог тебя просто не заметить. Я хотела, чтобы меня было видно, но ничего не получилось. Удлинитель короткий, свечки гаснут, фонарик разбился. Я знаю, что надо делать. Что? Использование световозвращающих элементов на одежде. Для темного времени суток это гарантия безопасности. Как это? В темное время суток водитель транспортного средства замечает пешехода, переходящего через дорогу за 25-30 метров. Проводим расчеты. При разрешенной скорости движения транспортных средств в населенном пункте 60 км в час, это расстояние 25-30 метров транспортное средство проходит от 1,5 до 1,8 секунды. Тормозной путь транспортного средства составляет от 34 до 40 метров. Что мы имеем? Наезд неизбежен. Бедный пешеход. И вот тут нас спасут световозвращающие элементы. Для тебя, Алсу, жилет, браслет и фликеры. А тебе, Пруник, ошейник и жилетку. Теперь водитель вас заметит на расстоянии от 130 до 140 метров. Вот здорово! Теперь пойдем все на горку кататься и ничего не опасаться. Вечером так мало света,
Пешеходы незаметны, чтоб несчастья не случиться, надо нам, друзья, светиться. Это знаки, это ленты, это чудо, элементы, световозвращающие, Светоосвещающие. снова дали вам урок. Мы дозорные дорог.